Здравствуйте, дорогие якутяне! В нашей программе Якутского республиканского отделения Коммунистической партии «Сильная Якутия, сильная Россия» здравоохранению уделено особое внимание. Здравоохранение, как и образование, определяет качество жизни населения. Но вынуждены констатировать грустный факт о том, что сегодня Якутия по всей России находится на 71-м месте по качеству жизни населения. По статистическим показателям установлено, что среди регионов Дальнего Востока именно в Якутии проживает наибольшее количество детей-инвалидов. В обществе инвалидов Якутии на сегодняшний день зарегистрировано около 59 тысяч человек, среди которых 7 тысяч – это дети, и их количество растет изо дня в день. Также важно сказать и о том, что повышается заболеваемость людей психическими расстройствами поведения, растет уровень смертности. Однако сегодня даже не в каждой школе есть медицинский сотрудник, который мог бы элементарно оказать первую медицинскую помощь. Более того, множество учреждений здравоохранения имеет низкий уровень благоустройства, оснащенность учреждений плохая. Мы сталкиваемся с кадровым голодом, в связи с чем возникают огромные очереди в больницах, поликлиниках. Люди месяцами не могут попасть на прием к врачу, многие даже не могут дозвониться сегодня до больниц, чтобы записаться на первичный прием, в связи с чем многие вынуждены прибегать к услугам частных клиник. Ну разве у всех есть такая возможность? Конечно же нет. После развала Советского Союза забота о гражданах перестала быть первостепенной. Нам просто необходимо восстановить здравоохранение, сделать его доступным, а то есть абсолютно бесплатным. Должна быть гарантирована доступность санаторно-курортного лечения всем жителям республики. Необходима комплексная профилактика заболеваемости, обеспеченность медицинскими кадрами всех населенных пунктов. Коммунистическая партия Российской Федерации готова бороться за ваше благополучие. В алмазной золотой Якутии главным богатством должны стать люди. Голосуй за КПРФ номер 4. Спасибо, Нина Валерьевна. Спасибо.